Первое учредительное заседание Народного собрания Гагаузии завершилось провалом. Избрать спикера парламента так и не удалось. Депутатам предстояло избрать председателя местного парламента и его заместителей, а также руководителей 8 постоянных комиссий. На пост спикера претендовали 3 кандидата. Новая Гагаузия на пост спикера предложила Дмитрия Константинова, а Единая Гагаузия своего лидера Федора Гагауза, партия коммунистов Георгия Лейчу. В первом туре ни один из претендентов не набрал необходимого количества голосов. Во второй тур прошли Федор Гагауз и Дмитрий Константинов. Однако после 3-часового перерыва сторонники Единой Гагаузии бойкотировали второй тур голосования. Часть депутатов должна была бы найти больше возможностей со своими коллегами вести переговоры. Может быть, они создали бы какую-то коалицию в голосовании. И, на мой взгляд, это основная причина. Надо было все-таки дать им, они должны были сами взять перерыв хотя бы 2 часа, чтобы у них было время для дискуссии, время для переговоров. На мой взгляд, это вообще, первое, неуважение к своим коллегам. Объявили на полчаса перерыв, просили на 40 минут, сказали, нет, хватит 30 минут. Мы уже ждем больше 3 часов здесь и ждем их. В ходе второго тура голосования из 24 депутатов 17 отдали свои голоса в поддержку Дмитрия Константинова. 6 были испорчены, а 1 бюллетеня не досчитались. Из-за этого и возник спор между депутатами, который длился до самого вечера. Многие депутаты придерживались точки зрения, что бюллетень был украден. Значит, во втором туре пропадает бюллетень. Это ясно, что 18 бюллетень, который был проголосован за Константинова, и председатель Народного собрания был избран. Просто украли специальный бюллетень для того, чтобы сорвать выборы. Мы сегодня констатировали факт такой, что депутатов заперли в кабинетах и не выпускали принять участие в голосовании. Это называется, не знаю как, демократия по-гагаузски. Сегодня, на наш взгляд, необходимо некое осмысление, необходимое время для того, чтобы мы смогли договориться с коммунистами, с коллегами по поводу второго тура голосования. Для этого необходимо время. Более того, с учетом итогов первого и второго тура голосования выяснилось недостатки в законодательстве, о чем я попытался моим коллегам сказать. По моим таким логическим размышлениям председатель был избран, и бюллетень просто был украден для того, чтобы это все продолжалось. Потому что, когда я очень внимательно всех прослушала, и когда выступал Башкар Гагаузия, он, в принципе, раскрыл себя. Он сказал, что было времени мало, не хватило на договориться, на коалиции. Кандидат в спикеры Дмитрий Константинов от имени группы депутатов предложил продолжить заседание 5 ноября. Депутаты разъехались, даже не попрощавшись с коллегами. Удастся ли народным избранникам в ходе очередной встречи снизить накал страстей и избрать главу парламента, покажет время.